У нас в республике, это наш тоже является инициатором закона по запрещению слабоалкогольных энергетиков. Мы у себя уже в начале этого года приняли такой, запретили с апреля месяца. Слабоалкогольные энергетики мы убрали с продажи, кроме точек общепита. В розничной продаже их нет. Ну, в общепите их фактически не продают. Просто немножко не наши полномочия, поэтому если будет принят на федеральном уровне, то будет только дополнительным плюсом, чтобы не было там никаких попыток оспорить это. Потому что у нас была в свое время мы одни из первых приняли на территории республики так называемый цепной закон. Запретили тоже продажу пива в определенных местах в определенное время. Потом его, к сожалению, нам оспорили. В суде отыграли обратно, пришлось его отменять. Потом уже подоспел федеральный, когда приравнял пиво к алкоголю. Поэтому здесь мы достаточно много внимания уделяем этим вопросам. Как по всей стране понятно, локализация она присутствует, но на законодательном уровне стараемся регулировать вопросы, все, что в наших силах, мы всегда делаем и даже иногда чуть-чуть забегаем вперед. И забегайте. В этом вопросе надо. Ну вот у якутов у них вообще сухой закон ввели. Здорово. Молодцы. По нашему проекту имеется в виду партия «Единая Россия» по бассейнам, 500 бассейнов. Да, кстати, мы попали, ну, в прошлом году уже еще попали мы в проект следующего года у нас в Ухте, где мы были осенью, там Красухтинский государственный университет попал и будут строить в этом году начало строительства бассейна. Сделан уже проект, выделена земля, уже вот сейчас, только снег сойдет, весной начнется забивать первые слои. Так что этот проект запустим. Очень хороший проект, и мы в него очень удачно попали с большим серьезным бассейном. Вот. И поддержка, то что спорт детям, тоже знаете, наш проект, выделяли деньги нам на ремонт спортивных залов в школах. 23 миллиона в этом году мы получили. Вот я по школам хотел спросить. Получили 23 миллиона от федерации, еще, понятно, софинансирование муниципальное, и на 1 декабря уже около 60% освоено. Сейчас сдадим, ну, понятно, потому что акты прием-передачи еще не везде подписаны. До конца года, надеюсь, мы там сдадим все объекты. А сколько школ попало? Там у нас, если не ошибаюсь, больше около 15 школ, потом еще дополнительно 8 спортзалов и 1 спортивный центр. Распределилось. Вот я недавно в Минспорте был, Виталий Юрьевич сказал, что особое еще внимание будет уделяться открытым площадкам спортивным. Ну, тут как бы для нас не везде это актуально, к сожалению, да. Легко делать надо, да, но делать надо. Маленьким, небольшим площадкам, небольшим фоком, а большим. Большие бывает, что и нецелесообразно даже строить они стоят. Ну, у нас есть опыт, мы строим в сельских небольших муниципальных образованиях универсальные спортивные площадки, то есть с универсальным покрытием. Летом это мини-футбол, баскетбол, а зимой это все под капот заливается. То есть такой опыт есть, уже строительство такое ведется у нас несколько лет. Там около десятка таких площадок уже открыто в республике. Поэтому если будет от федерации какая-то помощь, так, конечно, с радостью ее примем. Потому что схема, как строить, и из чего, и с кем, то есть это работано все. Есть успешные проекты. Ну, насколько я убедился, самое важное это как раз работа местных департаментов спорта, своевременная подача документов, проектной документации, потому что Минспорт с большой охотой идет на то, чтобы, если все в порядке с документами, на то, чтобы на софинансирование с регионом строить спортивные площадки. Виталий Ильич просто зачастую повторял, когда на последней встрече, что далеко не всегда именно вот эта часть работы от регионов выполняется как надо. Это есть такое, сталкиваемся тоже, потому что, ну, во-первых, когда дело новое, понятно, что очень много ошибок допускается. А когда уже отработано, сейчас нам уже проще, потому что мы тут немножко наступали на грабли, научились. Сейчас я думаю, что проблем с этим не будет. Ни с проектированием, ни с выбором площадок мест имеется в виду. Лучшие альтернативы вредным привычкам, кроме спорта, не придумано. Да. И не будет, наверное, в ближайшем будущем.
Ну что, может быть, мы